42 ветерана войны в эти дни поправляют здоровье и набираются сил в социально-оздоровительном центре «Максаковка». Соляные пещеры, вихревые, массажные ванны и множество других лечебных процедур. Все для них. А еще развлекательная программа, обучающие мастер-классы, по вечерам бильярд и шахматы. День Победы участники войны встречают тоже здесь. Парад, увы, в этом году посмотрели по телевизору. Уважаемые товарищи, мы сегодня с вами отмечаем очередной год со дня разгрома немецко-фашистских войск. В этой войне участвовали не то что советская армия, Советский Союз, а многие иностранные государства. Из Коми республики на фронт было призвано 170 тысяч человек. Не вернулись 53 тысячи. Это много, конечно. Надо вспомнить своих предков, которые ковали эту победу. Пусть будет мир во всем мире. Это самое главное. Только мир во всем мире. Пусть нам не завидует никто. Мы всем помогаем. Мы добрая страна, конечно, здоровье. Особенно ветеранам. Их так мало осталось. Очень мало. Я желаю всем жителям республики здоровья, счастья, успехов и, конечно, самое главное, мирного неба над головой. Вот это самое главное. Ну а чуть ранее, с Днем Победы, ветеранов, проходящих лечение и реабилитацию в Республиканском социально-оздоровительном центре «Максаковка», поздравил глава Коми. Владимир Уйба поблагодарил фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и детей войны за победу в Великой Отечественной. Самая кровопролитная, жестокая война коснулась каждого в стране, но те, кто спланировал блицкриг, не ожидали, что в России они столкнутся с силой духа, мужеством и беспримерным героизмом русского народа и на фронте, и в тылу, отметил руководитель региона.